Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Вот ведь последняя краюка хлеба осталась. Пшеница-то совсем не уродилась. И рожь тоже. Уже в первые годы ТСР столкнулась с сильным голодом. Страна еще не оправилась от гражданской войны, а свой удар уже нанесла погода. От засухи площадь посевов сократилась на 1/5 часть, вымерла половина скота, голодали миллионы жителей республики, скончались около 500 тысяч человек. Были предпосылки к возникновению такой засухи, так снега было достаточно мало. В июне был также недобор осадков, и вроде бы в июле все выправилось, и осадки появились, но важные фенологические даты, важны для растений. Важный момент был уже упущен, и как следствие был неурожай. Взяться за весла в мае 26 года пришлось многим казанцам. Из-за наводнения уровень воды местами поднялся аж на 15 метров. Разрушились дамбы, затопило десятки улиц, переселять пришлось более 10 тысяч человек. Буквально у людей уплывали дома, которые они потом, по истечении некоторого времени, находили достаточно далеко. С середины 50-х с появлением Куйбышевского водохранилища в ТССР начал меняться климат. Он стал более влажным, появились бризы. Сейчас в год столетия ТССР зима в республике не бывало теплая, с плюсовыми температурами и дождями, вон, повсюду лужи. А полвека назад такое трудно себе было представить, напротив главенствовали морозы. Температурный рекорд пришелся на январь 1942 года. Тогда термометры, которые не замерзли, показывали минус 44 градуса. Подобный повторился в декабре 1978 года. Из-за мороза не заводился автотранспорт. Те, кто поехали на трамваях, тоже радовались недолго. От холода лопнули трубы водопроводов, вода затопила улицы и лед сковал рельсы. Так же, как вспоминают, с бортов облетела вся краска. Вот так заматываешься по глазам, и все жутко пробирает мороз, потому что невозможно передвигаться по улице. Во многих подъездах лопнули батареи, потому что люди не закрывают дверь, там, допустим, и холод проходит, батареи лопаются, замерзают и так далее. Хорошо, по-моему, таких катастроф, чтобы люди теряли тепло там кварталами или городами, я такого не помню. Но я хорошо помню, что у нас, например, в саду все яблони вымерзли. Все. Вредители картофеля ранее у нас невидных принесли теплая зима и жаркое лето 1972 года. В республике акклиматизировались колорадские жуки. Не опасались, не боролись. Когда уже бичом стал колорад жук в 80-е годы, начали травить, не знаю чем, дустом. Потом уже появились специализированные химические средства для борьбы с колорадским жуком. В 70-х средние температуры становились все выше, а погода более непредсказуемой. В 2007 году над Казанью пронесся смерч, уничтоживший целую березовую рощу. Около реки Нокса там огромная полоса, где-то метров 20-30 шириною. Все, деревья были разворочены. На 2010 год пришлось самое жаркое лето. На градуснике было плюс 34, а в лесах бушевали пожары. Возгорания охватили площадь в 150 гектаров. В тот год вместо 5 миллионов тонн зерна в Татарстане собрали всего 700 тысяч тонн, а 100 тысяч тонн картофеля пришлось закупить в Белоруссии. С руководством страны договариваться лично ездил Рустам Минниханов. Условно специалисты разделяют это столетие на две части. Если в первой половине климат был предсказуем, то в 70-х с началом глобального потепления погода начала преподносить сюрпризы, иногда на грани фола. Ускорение происходит на наших глазах за последние 20 лет. Дмитрий Аригин, Данил Филатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.